Ладно. Пойдем пробовать те лунки. Опа-на! Так, была поклевка. Вот. Оп. Вот Янскадан. Вот. Вверху там поклевок не было. 2 лунки. 3-я вообще там мелко было. Пробурил еще снизу. 1, 2, 3, 4. Там тоже уже мелкая земля. И вот одного все-таки мы выцеганили. Ну хотя бы по одной штучке с каждого места. И потихоньку. Чё? Нормально. Потихонечку улов растет. Очень тихо. Но не пусто, уже хорошо. Это учитывая то, что еще сколько времени я топаю пешком. На урагане бы, конечно, это было веселее. По уловистым местам бы прокатились. Не надо было бы топать. Ну ничего, сейчас ездим домой. Отремонтируем вал с катками, поменяем подшипники. Опа, что-то опять было. Или трава. И приедем сюда уже. Надеюсь. Главное, чтобы сейчас большого снегопада не было, чтобы опять воду не выдавило. Пока нормально. Ну вот. Топаем дальше. Вон. Смотрите, сколько волчьих следов. Вот по идее, здесь тоже надо проверять пешней каждый шаг. Потому что здесь идут перекаты местами. И берега везде открыты. Бывает тут по весне уже. Вон, что это мы видим. Что-то они здесь копошились на берегу. Что-то грызли непонятно. Может, ели кого-то. Все исхожено волками. Все. Лосиных следов нет. Да, они тут, наверное, в округе уже всех лосей сожрали. Раз они тут так вольготно себя чувствуют. Им осталось только питаться бобрами да выдрами. Ни одного лосиного следа здесь нет на реке. Все уничтожили уже. Вон сколько следов утрамбовали. Капитально. Охренеть. Они где-то рядом, и они отлично слышат меня. Может, даже быть, и видят. Пана. А это уже не бобр. Это кусочки лосиной шерсти. Значит, где-то здесь шкура, вернее, не шкура, а останки лося. Вот они на речку вытащили. Вот это лосиная шерсть. С нее делают мушки. Вот. Вынесли на речку. Или воронье. Но не зря здесь столько волчьих следов. Где-то здесь по-любому поблизости останки лося. Может быть, даже на реке. Может быть, даже увидим.
Как-то мы уже года 3 назад, наверное, видели уже останки лося. Где-то был ролик даже. Ссылочку оставлю, можете посмотреть. То ли волки загнали и загрызли, но прямо на реке была вмерзшая туша лося. То ли провалился неудачно, не знаю. Но с тех пор, можно сказать, эти волчьи следы не пропадают. Видать, понравилось им. С тех пор они здесь и живут. Так. Вот еще опасное место. Вон промоина. Здесь лучше. Здесь лучше аккуратнее пройти. Вон. Даже не замерзает, видите, да? Полыня. Вон она идет так. Тут возле берега тоже все бывает открыто. Это сейчас просто снежком замело. Ну, благо, что река сухая. Волчьи какашки опять. Была бы наледь, мы бы так спокойно не ходили. Да мы бы так далеко и не прошли бы. Давно уже бы. Поблизости бы рыбачили. И навряд ли бы что-нибудь да поймали. Мы же не просто так шли. Мы же поначалу все бурили там. Все возможные варианты пробовали. Вот сейчас этот поворот пройдем. И здесь, наверное, должна быть уже яма. Главное пройти вот этот перекат, где 2 года назад чуть было не провалились. Вроде бы здесь где-то он был. Вот здесь опасно. Вот здесь очень опасно. Как мы видим, прямо на перекате лежит дерево и везде промоина. А здесь можно тюхнуться запросто. И где пройти, хрен его знает, где лучше пройти. Прямо. О. Опа. Глубоко. Глубоко, глубоко. Вот так вот. Ух ты, мама дорогая. Вот так вот. Обычно бывает, где промыто, там мелко. Здесь у меня даже близко ноги не достанут. Так, попробуем с этой стороны. На лыжах бы я, конечно, здесь прошел. Но лыж нет. Она нет. Как говорится, и сюда нет. Вот. О. Кажись, приехали. Хоть по берегу обходи. О. Тоже немало. Вот те. Здрасте. Приехали. Блин, немножко осталось.
И не пройти, не обойти. Вот те здрасте. Так, ну-ка здесь пока идем. Здесь пока идем, вот здесь вот уже не пройдем. Вон. Вот так вот. И там дальше глубина. Вот что значит открытый перекат. А все почему? Потому что здесь лежит дерево, бревно. И оно вот так вот крутит, мутит, завихрение воды идет. Вот так вот. И вода не замерзает. На лыжах бы я рискнул. Пешком что-то боязно. Он пробивается с одного раза. Блядь, опасно. Что делать? Вот здесь-то как раз и нужны были лыжи. А у меня их нет. Можно запросто врюхнуться, блин. Ни пилы, ни топора. Была бы пила, я бы бревно, может быть. Была бы пила. Обойти по берегу. Как вариант. Так, давайте попробуем еще. Не-а. Опасно, опасно. Могу сюда наступить, может провалиться все это. И все, не, попробуем по берегу обойти. Прошло еще минут 15-20. Продолжаю искать пути обхода этого переката. Вон, как мы видим, везде открыто, но здесь как бы есть нижний лед. Здесь вот я утрамбовал немножко. Здесь у нас опять бревно. Блин, вот осталось немножко. Вот так вот утрамбовываю. Это морозом ночью прихватит и будет нормально. Но нам-то надо сейчас как бы вот пробивается с одного раза. Вот до туда бы дойти. Нет, давайте возьмем хотя бы ледобур. Если провалюсь, хоть будет на что удержаться. Хотел сначала обойти по лесу, но подумал и решил попробовать все-таки здесь. Сначала там решил обойти, но, как правило, берега тоже все открыты. Ладно, попробуем. Блин, вроде переката глубина такая. Вот если это все прихватит, это будет, конечно, здорово.
Ну чё, блин. Чё, рискнем? Опа. Так. Здесь мы прошли. Здесь прошли. Ходом на снегоходе пролететь можно, но обвалиться все равно обвалится. А если там пильнуть ту березку, убрать ее, то по краю можно будет вот так вот объезжать по тропе на будущее. Это всяко будет безопаснее, чем на дурнину идти по открытому. Тут это все равно никакой мороз не замерзнет, потому что здесь бурлит, еще сверху снежная шапка. Она как шуба греет, получается. Вот так вот. На лыжах я бы здесь аккуратненько прошел бы. Все-таки на лыжах безопаснее. Ладно, смотрим. Вон, да. До ямы у нас осталось совсем немножко. Но еще это место полностью опасное. Тут оно всегда бывает открытым. Хорошо, хоть нет деревьев. Лежало бы здесь какое-то дерево, все, оно тоже бы не замерзало. Вот. Уже вижу эту яму. Вот это жердина, которую приходилось мне объезжать. Тут вот было все открытое. И где-то вот здесь, вот в этом месте, я провалился. Вот, и это жердину тоже никак объехать. Но вроде бы в этом году пока держит. Не знаю, как будет дальше. О. Берега все открыты. Еще немного. Еще чуть-чуть. Да, можно сказать, повезло немножко. То, что река сухая. Была бы вода на реке, а она была буквально еще неделю назад. Видим, что волки ходили по воде, все намерзло. Вот они здесь пировали, вон целые тропы. Ну вот она, ямка. Так, и что мы видим? Мы видим, что кроме волчьих следов, кроме огромного количества волчьих следов, никого здесь не было. Это хорошо. Это радует. Все. Поставили флажочек. Мы это сделали. То, что запланировали, то сделали. Все. Дальше мы никуда не идем. Оббуриваем эту ямку. И посмотрим, осталось здесь что-нибудь, рыбка какая-нибудь, не осталось. Но это еще будет не скоро, а минут через 20. Нам еще надо сходить за корытом и аккуратненько перейти тот перекатик. Так что как-то вроде бы и все хорошо. Река сухая, все. А бывает так, один перекат и уже дальше никуда не проедешь. Но если не будет метели, то, что я сейчас дорогу сделал, она подмерзнет.
И будет отлично. Там даже можно будет на снегоходе, если что, ехать. Все. Встречаемся на первых лунках. Ну вот. Поехали. С Богом. Дай Бог, чтобы рыба на этой яме была. Дай Бог, чтобы рыба на этой яме ловилась. Как бы, когда хуже, когда лучше, но без рыбы она нас не оставляла всегда. Нет-нет. С десяток, а то 15, а то и 20. И хорошеньких, и средненьких. Без рыбы здесь мы не оставались. Так, ладно, пока оставляем это так. Пойдем закинем вторую удочку и внимательно будем смотреть, потому что здесь частенько бывает и на стоячку неплохо берет. Попробуем сначала лунок 10-15 обурить, проверить, ну а потом уже, если поклевок не будет, глянем подводную камеру. Подводную камеру Калипсо. Так. Готово. Сейчас сюда тоже свеженьких опариков поставим. Так, ну что, сходу у нас ничего вроде бы не получилось. Будем искать, будем бурить. Как только, так сразу. Все покажем. Пока смотреть нечего. Так, пробурил 10 лунок. 10 или 11. Ни одной поклевки во время бурения не было. Решил достать третью удочку. Сейчас попробую. Клюнет, не клюнет. И надо попить, наверное, уже Чайковского. А то во рту пересохло все. Это у меня вот такая вот удочка стала. Держался за ручку. Был резкий удар крупного хариуса прошлый год. И обломала. Надо присобачить. Ручку приклеить, попробовать. Балалайка стала. Так. Ладно, давайте попьем Чайковского. И если поклевок не будет, посмотрим камеру потом уже. О! Фу! Так, ну что у нас тут? Жареха есть. Это хорошо. Так. Сегодня без обеда. Только почему-то, мне кажется, хотел прийти в избу сегодня пораньше. Не взял обед. Но я что-то сомневаюсь, если я до сюда дотопал, то навряд ли я, пока темнеть не начнет, раньше выйду. По-любому я буду до упора. Проверим здесь. Потом недалеко тут еще одно хорошее место есть. Прошлый год с Иваном Григорьевичем
штук десяток выдернули оттуда. Хорошеньких, пару штук вообще крупных было. И здесь еще недалеко еще одно место есть, где саньком ловили тоже неплохо 2 года назад. Ой, мест хватает. Только вот эти переходы пешком. Опа, опа, поклевка. Видали, да? Была поклевочка. Так, это уже хорошо. Что-то очень вяло. Он, может быть, и есть, но не ловится. Такое тоже бывает. Такое даже бывает очень часто. Ну, показало уже хорошо. Значит, что-то здесь есть. О-хо-хо-хо-хо. Это мелочь, походу. Это мелочевка. Повис, что ли, уже? Нет. Тут и ёрш может клюнуть запросто. На ямке и ерши живут. Серега Осипов даже умудрился здесь щуку поймать на мормышку. Не хочет. Ладно. Они не хотят кушать. Покушаем мы. Вернее, чай попьем. Сейчас опять клюнет. О, долбит. Иван Григорьевич в прошлый год здесь даже плотву поймал. Одну. Ну вот. Поймали мы того, кто клевал. Это такой вот озерный, говорю, речной гальян. Это не молоть хариуса. Это такая маленькая рыбка. Можно было бы, конечно, поставить жерлицу. Ну, не будем. Ладно, отпускаем. Живи. Живи, гальян, живи. Или поставить. Давай. Раз он не уплыл, давай, наверное, поставим. Где-то у меня удочка была. Удочка, вот такая вот удочка с блесенкой. Вот с такой вот блесенкой. Сейчас мы ее воткнем. Чем черт не шутит. А вдруг здесь щучка? А вдруг? Если есть щучка, я так думаю, она от такого угощения не откажется. Вот так вот забросим куда-нибудь. Давайте вот
сюда. Пока сюда, а потом еще куда-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. В нижнем течении щука живет. Здесь единицы бывают. Ну, а вдруг вот эта единица сегодня нам клюнет. Так что хуже не будет. Пусть будет. Вот. Так, в общем, проверили все лунки. С полчасика где-то, наверное, покидали. Ничегошеньки. Ни одной поклевки. Вот на этой лунке только голянчики поклевывали. Сейчас мы посмотрим, Калипсо, что здесь есть. Включаем. А здесь вот он. Вот он гальян. Мы сейчас видели его речной. Вот на этой лунке он и поклевывал. Вот они. Вот они. Вот их сколько здесь. О, офигеть. Вон коряга. Кусты. И они за этими кустами. Вот их целая куча здесь. Вот они здесь и поклевывают. Повторюсь, это не молодь рыбы. Это гальян речной. Странно, почему в такой чистой воде нет ни окуня, ни щуки. Так бы они дали жару. Вот и только в одном месте вон, вот здесь вот, за этой корягой, вот они здесь сидят. Вот их сколько здесь. Долбят только опарыша и все. Так что нет смысла. Был бы хариус, он бы здесь тоже разогнал. Так, все с вами ясно. Так, ну что, ладно, посмотрим. Все лунки просверленные в надежде на чудо. Но мне что-то кажется, чуда уже не будет. Не осталось в этой яме в этом году рыба. Весной, может быть, подойдет, не знаю. Вон какое обалденное место, камушки. И ни одного хариуса. Ладно, не будем тратить время этой камеры. Выключаем. А сами пройдемся, посмотрим. Если рыбы нет, то и делать здесь нам нечего. Пойдем дальше. Вот еще нашел следы волчьего пиршества. Кровь. Утоптанная площадка. И вот такую нашел костяшку. Это все, что осталось от лося. Не бобр это точно. Это конец берцовой кости или как там. Масел, короче, вон. Вон грызли и не догрызли. Небольшой кусок оставили. И немножко крови. Подчистую. Но так как здесь нет шерсти, а вон даже немножко шерсть есть. Скорее всего, лося сожрали не здесь, а сюда принесли ляжку, лопатку или я не знаю что. Тихоря, короче, наверное, волчара какой-то взял, унес.
И здесь догрыз втихаря. Что-то мне подсказывает, что скоро, возможно, мы найдем и тушу этого лося. Если не на реке, то где-то в лесу, недалеко точно она валяется. Вернее, то, что осталось от него. Вот так вот кусочками, кусочками. Вон, истоптана вся река. Ну а мы держим путь вперед. Не знаю, куда у нас получится дойти. Впереди завал. Там надо быть аккуратнее. За завалом можно будет уже пробовать. Прошлый год там мы с Иваном Григорьевичем ловили. Попробуем? Попробуем. Так. Вот. Здесь может быть опасно. Лучше проверить пешней. О. Вот здесь что? Нормально. Нормально, нормально. Все. Осталось немножко. Вот до туда вот дойдем. И дальше смысла идти нет. Скорости нет уже. В общем, осталось проверить еще одно место и все. Ну вот. Как я и предполагал, мы походу дошли до туши лося. Вон еще косточка. Вот она. А вот там походу и произошло это событие. Все истоптано вон. Вон еще косточка. Тут даже не догрызли еще. Вон. Лось, да. Вон. Даже еще не доели. Но они придут сюда по-любому. Придут доедать. Обглодали мясо. А эти кости вон везде валяются по берегам. Вон здесь натропили. Мама, не горюй. Что и требовалось доказать. Вот они свежачком бегали еще сегодня. Вот по этой причине и следов здесь так много. Потому что они здесь пировали. Вон. Пировали. Воронье здесь вот слышно было. Вот такой вот череп остался. Лосиный череп. Вот нижняя часть черепа. Да, лосяш. Тебе просто круто, крупно не повезло. Судя по голове, это, наверное, года 2, наверное. Небольшой лось, судя по черепу. Череп не крупный. И вот остались от лосика рожки до ножки. Все, что осталось. И по-любому они придут сюда. Это какашки. Вон остался небольшой кусок шкуры. Недавно еще они с ним разделались, потому что даже снегом не припорошило. Вот вторая нога, пожалуйста. Но они придут, они обязательно придут
И вот эти части, это все будет съедено, потому что голод не тетка. Они сначала едят то, что вкусное и мягкое, а потом они перегрызают даже вон кости, они грызут, вон какие здоровые кости. Все это будет съедено. Вот вспомните мои слова. В следующий раз приедем, вот этой кости уже не будет. Это все будет съедено. Все костяшки. Вот такой вот лосик. Одно копыто прогрызли, второе нет. Вот так вот. Ну, помните, я вам говорил, что возможно мы найдем тушу этого лося. Если не на реке, то в лесу. Вот они просто, тропы здесь, они здесь просто жили, вот. Огромные тропы натоптаны. И по-любому они сегодня придут сюда доедать. Еще 2 ноги осталось. Еще череп остался. А мякоть все сожрали. Все, что мягкое, все, что вкусное, это все съедено. Вот тут череп еще. Тут черепушки еще. Мозги. Села батарейка, я не знаю, засняла, не засняла. Будем надеяться, что засняла. В общем, на улице начало темнеть, и мы все-таки дошли до того места, где волки задрали лося. Лосик, вот там одна нога валяется, там другая нога, вот череп. Я вот показывал внутренности черепа, вот так вот. В общем, есть еще чем поживиться, и скорее всего волки еще сюда придут по-любому. Возможно, даже сегодня мы их увидим. Ну, на этот случай у нас есть карамултук. Забью снаряд я в пушку туго. И думал, угощу я друга. Главное, чтобы они втихаря не подкрались и кучей не напали. А так, я так думаю... Ну, стая здоровая. Судя по следам, штук 6-8 их, не меньше, может быть даже больше. Так что сильно до темноты тянуть время не будем. Но волею случая лосика они задрали примерно на том месте, где мы с Иваном Григорьевичем прошлый год ловили хариуса. Пробуем здесь поймать и в этом году. Ну, получится хорошо, не получится, так не получится. Минут 15-20, не больше. И выдвигаемся обратно. Мы и так оттопали, наверное, от избы километров 5, не меньше. 5,5 где-то вроде бы здесь. Все, пошли буриться. Так, ну что, пробуем. Пробурил 2 луночки. Пробурил 2 луночки. Что нам скажут луночки мои? Где мой харюзочек? Клюнь ты хоть разочек. Посмотрю я на глаза твои. А в ответ тишина. Ладно. Закинем сразу вторую удочку. Третью кидать не будем, потому что уже скоро будет темно. Жалко, что лосик без рогов. Рога сейчас тоже ценятся, можно было бы сдать. Как-то я находил на реке рога, но там были скинутые рога. Это, скорее всего, была лосиха. Скорее всего. А может быть и самец, но уже скинул. Ну да, сейчас что, месяц февраля, они где-то, наверное, в конце декабря скидывают рога. Может быть, может быть. Прошлый год с Иваном Григорьевичем мы половили здесь. Остановились на 5 секунд, на 5 минут вернее, а задержались на 5 часов. Еле-еле оторвал Иван Григорьевич отсюда.
После того, как он здоровяка поймал, вообще было готов здесь был до ночи сидеть. Ну, штук десяток точно мы здесь поймали на этом месте. Там 2-3, там пару штук, здесь штук 6-7, наверное. Пока тишина. Ладно, не будем терять время. Лунок 10 мы успеем пробурить. До первых поклевок. Третью лунку проверяю. Результат 0. Два варианта. Или в этом году рыбы очень и очень мало на этой реке, или она не хочет кушать, или где-то находится в другом месте. 3 уже получается. Но мы сюда еще обязательно вернемся. Я так думаю, это будет чуть пораньше, до обеда хотя бы. По-любому мы попробуем с утра здесь порыбачить. Я так думаю, что-нибудь да мы все равно здесь поймаем. А пока тишина. Ну-ка сейчас попробуем в самой гуще. Пробурил лунку, еле-еле. Тут все утоптано. Так что лося этого жрут уже не день и не два. Неделю как минимум, если не больше. Утрамбовали капитально здесь. Вон вся речка истоптана. Не хотят. Ну ладно. Не хотите, как хотите. Упрашивать долго не будем. Ну, лунок 5 еще буквально пробурю. Проверю и все. Надо уже идти в обратную сторону. От греха подальше. На улице начало темнеть. А в темноте, в отличие от серых хищников-разбойников, я не вижу. Они видят все хорошо. Может быть, они где-то здесь рядом. Думает, наверное, пришел тут. Да не беру я ваши кости. Оставлю их догрызывать. Грызите сами. Доедайте. По-любому они придут, съедят еще это все. Нет. Поклевок нет. Ну и ладно. Так, поклевок на новом месте мы так и не дождались. Времени больше нет, тянуть нечего. Начало темнеть, и надо делать отсюда ноги. Пока серые волчары не сделали со мной так же, как с лосиком. В общем, ну что, подводим итоги. Первый день мы видели только одну поклевочку. Второй день видели мы 3 мелких васьков, отпустили. Ну и на третий день вот весь улов, друзья. Вот весь улов. 9 штук. 9 хорюзов. И где-то отпустили, наверное, столько же, наверное, отпустили. Если разделить на 3 дня, по 3 рыбки в день. Хоть не пусто, и то хорошо. В принципе, я доволен. Дорогу мы пробили. Разведка получилась. Жалко, конечно, что сломался ураган, но это дело поправимое.
Просто сегодня, скорее всего, я поеду домой, отремонтируем ураган и приедем по новой. Ну а там-то мы уже посмотрим. Один приеду или с Иваном Григорьевичем, будет видно. На сегодня все. Короткое включение сделаем в избушке. Пока все. Ну и прежде чем уйти, решил провести эксперимент. Проверим, боятся ли волки запаха железа. В общем, оставляю свой ледобур прямо на костяшках, вот так вот. И посмотрим, подойдут волки к ледобуру, возьмут, не возьмут. Если они возьмут кости, начнут дальше грызть, значит, они железа не боятся, и можно будет привести капкан и поставить капкан. Ну и давайте запомним. Вот тут кусок шкуры остался, там нога и там нога. Проверим в следующий раз, что у нас будут, какие изменения. Это что у нас? Тоже костяшка. Это лопатка. Передняя лопатка сгрызли. Все. Ноги в руки и валим отсюда, пока не началось. Всем доброго вечера. Время уже 15 минут 9. И наконец-то я разделся. Готовится ужин, греется вернее. Скоро будем ужинать. В общем, планы поменялись. Были планы у меня доехать до машины, выезжать домой. Но посмотрев внимательнее мою поломку, я понял, что ехать уже не получится. А пешком идти я так устал, что как бы я рано не тронулся, пришел сюда уже полная темень была. Устал. Горку еле-еле уже поднялся без сил. И выходить на ночь глядя 15 километров уставшим, я так подумал, еда есть, дрова есть, все есть. Утро вечером мудренее. Лучше переночевать нормально в избушке. И завтра с утра пораньше, отдохнув, спокойно выходить на дорогу. Завтра уже рыбалки никакой, естественно, не будет. Просыпаюсь, завтракаю и на лыжи, как говорится, и пойду до машины. Потому что урагана придется оставлять здесь. Но беда не... Спокойно поужинаем, спокойно отдохнем. Куда-то ушла. И со свежими силами завтра рванем в сторону дома. На рыбалку уже не поедем, потому что если пойдем на рыбалку, это опять закончится день, а вечером выходить на ночь глядя на такое расстояние не надо. Завтра, тем более, у отца годовщина. В 2011 году его не стало, это получается 13 лет, как уже нет моего отца. Если рано выйду, 15 километров, если постараться 5 километров в час, 3 часа. Если я выйду в 6, в 9 буду там, 10-11, блин, до 12 это, наверное, не успею уже на могилку. Ну, не знаю, может быть, пораньше выйду. Надо успеть съездить на могилку. Ну, а потом вечерком уже или в обед, как получится, помянуть. Вот. Так. Ладно. Я так думаю, хуже не будет, если... Что у нас там? Мы даже одну бутылку за 3 дня не выпили. Вон. По чуть-чуть, зная меру. Все, что можно поменять, поменяем. Техника — это железо, это запчасти. Жаль, что у себя запчасти менять никак. Вот болят колени, поменять никак. Кстати, лечение немножко лучше стало. Я уже
как бы, ну получше стало. Меньше болит, хотя надо беречь. Ну, сидеть дома точно не будем. Сегодня вот протопали сколько, грубо говоря, 5 туда, 5 обратно, 10. Нормально. Вот. Долго болтать не будем. И так уже наболтали кучу всего. О своих планах я вам рассказал. Завтра будет короткое включение. Ну и, конечно же, как дойдем до машины, как уже сядем, конечно же, скажем вам об этом. Ладненько, давайте. Всем доброго вечера, приятного аппетита. И дай Бог, чтобы все хорошо получилось. Крепко. Зато вмазал и сразу такая теплынь пошла. И запах, аромат черемухи. Послевкусие такое. Вообще шикарный напиток, конечно. Ну, сам не похвалишь, кто похвалит. И пусть кто бы ни говорил там, то все, то боси вредные. Я скажу одно. То, что делаешь сам, знаешь, что никакой химии там нету. Если употреблять в меру, зная меру, с хорошей закуской и не злоупотреблять, то никакого вреда, даже наоборот. Я не скажу, что полезно, но вреда никакого нет, это точно. Вон, посмотрите на Ивана Григорьевича. Человек, грубо говоря, с 15 лет употребляет самогон в меру, не выливая первак. Первак у него тоже всегда в цене был. 80 лет мужику до сих пор работает. Сейчас, говорит, отработаю 10 смен там за кого-то. Потом неделя выходных будет. Если получится, приедем вместе. Если иначе... Не, пешком он не сможет пройти. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Ладно, все, заболтались опять же. Всем спасибо за внимание. Вот такая бывает рыбалка. Всем пока. До завтра. Пока не прощаемся. Завтра скажем до новых встреч на канале Коми Рыбак. Это будет завтра. А пока всем доброй ночи. Кто смотрит вечером, кто смотрит днем, хорошего дня. Главное здоровье. Остальное все будет. Увидимся.